Через 10 минут в Северной Осетии начнется новый футбольный сезон. И пусть наша команда стартует с непривычной стадии 1/256 финала Кубка России, многие болельщики уверены, что наша команда одержит победу. Я иду с одной надеждой, что я увижу ростки команды, которая даст нам надежду на то, что в Осетии футбол возродится и что мы вновь увидим настоящие праздники здесь на нашем стадионе. Жду новый рисунок игры, у нас новый тренер, новая команда, и уже хотелось бы, от первых матчей мало чего приходится ждать, но уже хочется по первым матчам что-нибудь понять. Возрождение Алании. Иначе нельзя. Это страна, это республика, она не может быть без команды. Здесь пол республики больны футболом. Приятно, когда новая команда появляется, и надежда, что они будут играть главное. Настроением. Ждете сегодня победы? А почему, а как же иначе? Только так. К Алании присоединились 15 новых игроков, в основном воспитанники осетинской школы футбола. Самый старший и самый известный Давид Цараев. Средний возраст нашей команды составляет 20 лет. Противостоял Алании Машук КМВ. В позапрошлом розыгрыше Кубка России красно-желтые стартовали также матчем с пятигорской командой и выиграли в серии пенальти. В этот раз все сложилось иначе. Владикавказцы повели в счете, но неуверенная игра на стандартах привела к 2 пропущенным мячам, и на перерыв барсы уходили в ранге догоняющего. Во втором тайме соперники обменивались опасными моментами, но поразить ворота друг друга так и не смогли. Итоговый счет 1-2, Машук выходит в следующую стадию Кубка. Свой первый матч первенства России по футболу в южной зоне 2-го дивизиона красно-желтые проведут в начале августа. Артем Балатаев, Евгений Маркин, Мурат Гадиев, Осетия ТВ.